Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР отмечает свое 70-летие. За эти годы регион совершил исторический рывок от бедности и изоляции к процветанию и открытости. В рамках серии репортажей об этих преобразованиях наш сегодняшний рассказ о зеленой трансформации синьцзянской энергетики. Почти 5 квадратных километров солнечных панелей в самом сердце пустыни Такламакан. На этой площади легко разместились бы 700 футбольных полей, но любое строительство здесь требует фиксации песков. Такламакан – вторая крупнейшая подвижная песчаная пустыня в мире. По сравнению с традиционными методами закрепления песков, строительство фотоэлектрической инфраструктуры дает ряд преимуществ. Первое – панели и их стойки предотвращают ветровую эрозию. Второе – вода, стекающая с панелей во время дождя или при их очистке, помогает формированию почвы. Солнечную электростанцию в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района построили в 2022 году. Ее мощности достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжением почти 500 000 человек. Проект также создал новые рабочие места для местной молодежи. Я работаю здесь 2 года, устроился сразу после выпуска. Условия и зарплата очень хорошие, место нравится. Недавно купил квартиру и машину в Аксу, готовлюсь к женитьбе. У солнечной электростанции только один недостаток – она не вырабатывает энергию ночью или в пасмурные дни. Поэтому в пару к ней крупнейший китайский энергохолдинг Хуанэн построил в уезде Уши энергохранилище. Запасаемого им электричества достаточно для снабжения 300 000 домов. Этот проект создает мультипликативный экономический эффект. С одной стороны, мы привлекаем компании, специализирующиеся на производстве и обслуживании фотоэлектрического оборудования. С другой стороны, надежное и растущее чистое энергоснабжение побуждает другие виды бизнеса инвестировать в регионе. Синьцзян – один из самых солнечных регионов Китая. Солнце светит здесь больше 300 дней в году. В 2024-м объемы солнечной электрогенерации в автономном районе подскочили сразу на 2/3. Новые источники обеспечивают уже 80% регионального роста производства энергии. Благодаря этому потребление угля в Синьцзяне снизилось на 260 миллионов тонн, а объемы углеродных выбросов более чем на 700 миллионов тонн в год. Алексей Кан, Линкольн Хамфрис, Тидзин, CGTN.